Добрый день, уважаемые зрители! Вы смотрите новости на канале Якутия-24. С вами Влад Давыдов. Полезные опыты в Якутске продолжают пробные установки рециркуляторов воздуха в салонах маршрутных автобусов. Благоустройство жилфонда. Алроса ГАЗ продолжает газифицировать жилой фонд Мирнинского района. Проблема из-за ошибки в документе. В столице мать-одиночка не может получить положенную ей по закону квартиру. В Якутске продолжают опыты по установке рециркуляторов воздуха в салонах маршрутных автобусов. Так, специалисты IT-парка установили рециркулятор в одном из автобусов и произвели забор воздуха с помощью специального устройства. Ту же процедуру они совершили в автобусе, где рециркулятор не был установлен, чтобы сравнить потом данные. Инициатором этого проекта стали выпускники акселератора ВБ8, компания Джерай. По их словам, действуют они исключительно из желания помочь родному городу в тяжелое время. Таким образом, стоимость одного устройства на рынке составляет около 17 тысяч рублей, а Джерай же в свою очередь предлагает их по себестоимости, это в 2 раза дешевле. При этом, как уверяют разработчики, новые рециркуляторы совершенно безопасны для людей в автобусах. Однако, насколько они эффективны, это еще предстоит выяснить. В автобусе точно не вредит, потому что, во-первых, он закрытого исполнения полностью. Только проходящий воздух подвергается ультрафиолетовой обработке. Он не светит ни в глаза, ни в салон, никуда. Это первое. А второе, то, что, например, есть вред, скажем, когда в комнате используется круглосуточно. Воздух становится вообще стерильным, в конце концов, и это плохо, скажем. Стерильный воздух тоже не очень хорошо. Но в данный момент, мне кажется, это не имеет особого значения, особенно в таких местах многолюдных, как автобус. 160 человек прошли обследование компьютерной томографии в центральной больнице Амгинского улуса. Кабинет КТ в больнице начал работу весной этого года после получения всех разрешений. С ростом заболеваемости ОРВИ и распространением коронавируса пациентов стало больше, говорят врачи. Сейчас кабинет работает в усиленном режиме. В первую половину дня принимают ковид-положительных пациентов, во второй половине дня общих больных. После каждого пациента кабинет проходит обработку. Как говорят сами жители, после открытия кабинета КТ отпала необходимость выезда за этой процедурой в столицу республики. Также в больнице установили 6 аппаратов искусственной вентиляции легких. Один из них работает в инфекционном отделении для ковид-больных. Сейчас работаем с ковидными пациентами до обеда. После каждого этот ковидный больной обрабатывается, кварцеваем, моем кабинет аппарата. После обеда делаем чистых пациентов. Ну, за октябрь месяц где-то 160 человек. К другим темам: 9 учеников и 5 педагогов – таков численный состав школы села Чагда в Алданском районе. Тем не менее, учебный процесс в этом отдаленном поселке идет очно и активно с соблюдением всех мер безопасности, рассказывает Татьяна Вахнина. Мне нравится тут учиться. Наша школа насыщена добром и заботой. Мне нравится наша школа тем, что одному тут лучше учат. Школа – вторая семья. Это утверждение особенно верно в отношении школы села Чагда. Наставники будто родители, а 9 учеников друг другу как братья и сестры. Примечательно, что начальное звено более многочисленно, чем среднее. Детей сейчас у нас очень мало, всего 9 человек на всю школу, 5 учеников в начальной школе и 4 ученика в среднем звене. Сегодня учебный процесс в Чагдинской школе идет в полной мере. Сохранена и внеурочная деятельность. Село, находящееся в 1500 километров от райцентра, надежно изолировано самой природой. И добраться до него можно только в летнее время рекой, значит, по реке Алдан за 12 часов. А в зимнее, по зимнику, только можно попасть с Нового года до марта месяца. И летает только 2 дотационных рейса в ноябре и в мае месяце.
Дети учатся в одну смену, площади позволяют, выдерживать социальную дистанцию и индивидуальную рассадку несложно. Зданию школы 50-х годов постройки давно требуется капитальный ремонт. Впрочем, уют в классах поддерживается всеми силами. Была отремонтирована крыша, вставлены в классы пластиковые окна, завезена новая мебель, оборудование в кухню. Сегодня в Чегде проживают порядка 200 человек. В сфере образования трудятся 7 педагогов, 2 в садике и 5 в школе. Нехватка учителей-предметников является главной сложностью. Ну и учителей у нас, соответственно, тоже мало. Всего 5 человек. Поэтому учителям приходится вести сразу несколько предметов. Эпидемиологическая обстановка практически всюду остается непростой, и наставники постоянно ведут с воспитанниками беседы о том, как важно беречь здоровье. И, конечно, особое внимание уделяется контролю за самочувствием школьников и дезинфекции. У нас в школе проводятся все профилактические меры по предупреждению этого заболевания. До прихода детей у нас в школе уже проведена с утра дезинфекция всех помещений. В следующем году Чегдинская школа отметит 90 лет. Юбилею посвящен ряд творческих проектов, в которых с удовольствием принимают участие и дети, и родители. Татьяна Вахнина, Алданский район, село Чегда. Алросагаз продолжает газифицировать жилой фонд в Мирнинском районе. На сегодняшний день компания проводит работы по газификации жилого дома в городе Мирном по адресу Пионерская, 5. В связи с этим проезд на первый переулок Пионерская будет перекрыт до 26 октября. В прошлом году Алросагаз приступила к газификации села Арылах. Газопровод введен в эксплуатацию. Дома благоустроены также в селе Тасюрях и более 50 домов в Мирном. Благоустройство жилфонда проводится в рамках госпрограммы. На выполнение работ ежегодно выделяются деньги в размере 1,5 миллиона рублей. Я думаю, что в дальнейшем газификация будет, всех домов будет. Она реально, потому что люди это тепло, во-первых. Это тепло, это хорошо. И никто еще не отказался, что пожалел о том, что провели газ. Выгоднее газ это. Это дешевле, во-первых, чем электричество. Это и для самого человека это в любой момент можно сделать, чтобы у тебя дома было тепло. Хорошо. Для севера это вообще благоприятно. В Алдане коммунальные и дорожные службы пытаются справиться с аномальным количеством осадков. За 2 недели снега выпало в 3 раза больше нормы, достигая уровня до 1 метра. В таких условиях непогоды подрядчик не успевает расчищать проезжие части и тротуары. Для нормализации ситуации власти города стараются привлекать резервы предприятий города и частников с техникой. Сейчас над Алданом осадки прекратились, но ненадолго. Уже с понедельника синоптики обещают там новый снежный фронт, который продлится минимум всю будущую неделю. Из-за одной ошибки в документе сирота, инвалид 3-й группы, мать-одиночка Анастасия Лагутенко не может получить положенную ей по закону квартиру. Сейчас эта женщина с малолетним ребенком живут в квартире соцнайма в маленькой однушке в старом двухэтажном неблагоустроенном доме. И каждый день они ждут и надеются, что чиновники решат их затянувшийся проблемный квартирный вопрос. Репортаж Александра Хавренко. Несколько лет подряд сирота Анастасия Лагутенко добивается своего законного права на получение квартиры. Все те, с кем она воспитывалась в интернате, уже давно живут в собственных благоустроенных квартирах. Анастасии же приходится ютиться в тесной квартирке в старом деревянном доме без коммунальных удобств. У меня, получается, с потолка упал прям вот такой слой цемента, прям вот такой. Бах, еще чуть-чуть и на голову бы ему. Из-за этого пришлось, думаю, хватит ждать, думаю, надо сделать. И с этой стороны тоже все обваливается. Вот эта сторона полностью обваливается. Но сейчас пока в этом году еще трещин пока нету. Надеюсь, на следующий год тоже не будет. Если будет, то придется опять делать. Причина, по которой Анастасия до сих пор не получила квартиру, банальная. Кто-то когда-то в документах неправильно написал ее отчество. И для того, чтобы исправить эту ошибку, Анастасии пришлось оббивать пороги администрации, прокуратуры и подключать активистов Общероссийского народного фронта. Но проведена на самом деле очень большая работа по истребованию документов.
Также непосредственно с Анастасией работали, составляли ее биографию полную, чтобы картина была уже четко и ясно предоставлена суду. Вот история Анастасии показывает, что она неустанно пыталась реализовать свое право. Нашлись компетентные органы, которые помогли ей. И, наконец, квартирный вопрос для Анастасии Лагутенко оказался решенным. К счастью, буквально вчера этот иск был рассмотрен и полностью удовлетворен. Анастасию Сергеевну восстановят в реестре на очередь в получении квартиры, как для сироты. Надеемся, что очередь будет небольшой, и квартиру она будет получать максимально короткие сроки. Мы будем следить за развитием этой ситуации. И как только решилась одна проблема, сразу же возникла другая. Почему мне дают квартиру в Вилюйске, недоумевает Анастасия. Ведь выросла и выпустилась она в столице. И по состоянию здоровья у девушки 3-й группы инвалидности ей минимум раз в полгода приходится проходить обследование в Якутске. А каждый длительный переезд – это серьезный стресс для ее организма. Мне тяжело будет ездить. С Кызыла 500 с чем-то, 500 километров. А с Вилюйски, если дадут, то 580 километров, что ли, мне получается ехать. Тут за один раз-то едешь, плохо становится, раза 3 останавливается машина, чтобы я вышла из машины и походила чуть-чуть, чтобы мне легче стало. А так все время с собой в рюкзаке таскаю лекарства. Если еду, у меня полная сумка лекарств одних. Сейчас Анастасии вновь предстоят походы по различным инстанциям в поисках справедливости. Мы же будем следить за ее историей и надеяться, что в скором времени и эта проблема для Анастасии Лагутенко будет благополучно решена. Александр Хавренко, Иннокентий Колесов, Кызылсыр. В Якутске заработала ежегодная ярмарка «Рыба Якутии-2020». В этом году ее участниками стали около 15 сельхозкооперативов, общин из северных и арктических районов и рыбоперерабатывающих организаций из Алайховского, Устьянского, Нижнеколымского и Булунского районов. Все организовано на Комсомольской площади. Там собрались все крупные рыболовецкие хозяйства главных рек республики. Это Колыма, Индигир, Яна, Лена, Оленек и Анабар. Задача ярмарки в этом году – реализовать 44 тонны продукции. В этом году хорошо отработали янская группа рыбаков. И в этом году, конечно, рыба пошла и поленья хорошая рыба. Поэтому в этом году мы выполнили все свои планы вылова рыбы. И, соответственно, у рыбаков настроение очень хорошее. И тем более сегодня ярмарка выходного дня, реализация идет очень хорошо. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь на канале Якутия-24. Будьте в курсе, берегите здоровье.